Добрый день, уважаемые зрители! В эфире последний выпуск новостей 2021 года. И сегодня мы расскажем вам о ярких и интересных мероприятиях ушедшего декабря. Подведены итоги 10-го открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills Россия», который проходил с 22 по 26 ноября в Ульяновской области. 5 призовых мест заняли наши команды в компетенциях Р-10 «Спасательная работа» и Т-11 «Правоохранительная деятельность». Поздравляем с успешным окончанием игр и победой! Со 2 по 5 декабря добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли участие в международном форуме гражданского участия «Мы вместе». На площадках участники получили важные знания о правилах охраны крупных мероприятий и обеспечения безопасности людей в местах массового скопления. Спасибо организаторам за опыт! 2 декабря наш филиал колледжа в городе Йошкар-Олы посетили высокопоставленные гости, сотрудники и ветераны МЧС России по республике Мари-Эл. Курсанты провели экскурсию по учебному заведению и продемонстрировали свой высокий уровень подготовки на практике. Выражаем благодарность за приятную встречу и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Выполнить любую задачу четко и максимально успешно. Этому учат курсантов при подготовке к будущей профессии. Студенты колледжа государственной и муниципальной службы могут стать пожарными, спасателями или полицейскими. Приготовиться. Приступить. Норматив выполнен курсантами на отлично за 7 и 8 секунд. Посетил колледж председатель Поволжского совета ветеранов пожарных и спасателей Петр Третьяков. Вместе с руководством МЧС Мари-Эл он ознакомился с учебной программой и пообщался с молодыми курсантами. Я первый раз в таком колледже. Я просто восхищен. Вот где можно говорить о настоящем патриотическом воспитании. Безусловно, вот у такого учебного заведения есть будущее. Побольше было бы у нас их в России. И побольше было бы таких детей. В рамках популяризации социально значимых профессий колледж государственной и муниципальной службы продолжает профориентационную работу в школах. Курсанты посещают общеобразовательную школу Удмуртской республики и Пермского края, рассказывают о своих специальностях, а также делятся своим профессиональным опытом. Встречи получаются очень продуктивными. Мы уже посетили Глазов, Воткинск, Игру, Малую Пургу и Чайковский. А также наши курсанты на постоянной основе проводят экскурсии по ресурсному центру в сфере ЧС Удмуртии ученикам средних классов. В этом месяце нас посетили ученики средних классов Октябрьской общеобразовательной школы. Важно уже сейчас определиться с будущей профессией. Очень надеемся, что мы помогли вам в этом выборе. 8 декабря выдался насыщенный день для головного колледжа и наших филиалов. Курсанты из Республики Мари-Эл встретились с мэром города Йошкар-Олы Евгением Масловым в рамках диалога на равных. Встреча прошла очень познавательно и насыщенно. Курсанты поделились своим опытом и достижениями в волонтерском деле. Курсанты и сотрудники головного колледжа стали зрителями пластического спектакля «Онегин». Заглянув за кулисы, они увидели историю главного героя с неожиданных сторон, захватывающую, яркую, печальную. А курсанты в Ульяновской области приняли участие в учениях по спасению людей, провалившихся под лед. Практика проходила под четким руководством сотрудников поисково-спасательной службы. С 9 по 10 декабря в головном колледже выпускных групп специальностей «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Пожарная безопасность» состоялся последний этап учебно-тренировочного выхода выживания в рамках экзамена по автономному существованию в природной среде в зимний период. Курсанты показали, что такое командная работа и как важна помощь и поддержка в таких непростых условиях. 9 числа курсанты филиала в городе Ульяновск приняли участие в комплексной тренировке по отработке практических действий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате взрыва бытового газа в жилом доме. Весь алгоритм взаимодействия и реагирования на возможное ЧС был отработан на высшем уровне. А также в этот день состоялась познавательная встреча «Ульяновск. Город трудовой славы» с представителями Управления по делам молодежи. В ходе беседы курсанты узнали о подвигах народа их родного края во время Великой Отечественной войны.
С 9 по 12 декабря добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей приняли участие в Всероссийском патриотическом форуме. Участники обсудили вопросы о военно-патриотической работе, наставничестве и противодействии идеологии терроризма среди молодежи. С 14 по 15 декабря курсанты Головного колледжа приняли участие в практических занятиях по отработке навыков работы в защитных костюмах и дыхательных аппаратах в среде, непригодной для дыхания. Благодарим коллег филиала Центра аварийно-спасательных формирований Уральская региональная аварийно-спасательная служба города Чайковский за сотрудничество и ждем в гости вновь. 16 декабря клуб патриотического воспитания «Ижевские курсанты» принял участие в мероприятии, посвященном присвоению кадетской школе имени полковника Олега Дмитриевича Матвеева. Хочется отметить, что у первого курса это первое большое выступление. Надеемся на ваши дальнейшие успехи. В Йошкар-Оле в этот день в рамках месячника по безопасности на водных объектах курсанты колледжа приняли участие в практических занятиях по спасению на льду. Мероприятие организовано при поддержке Главного управления МЧС России по Республике Мэриэл. 17 декабря в Головном колледже прошел смотр строя и песни. Судьи оценивали внешний вид, четкость, правильность подачи и выполнения команд, слаженность прохождения и исполнения строевой песни. Благодарим еще раз всех за участие. 20 декабря курсанты колледжа посетили приют для бездомных животных в городе Йошкар-Ола. Добровольцы привезли корм, успели выгулить пушистых друзей, покормили и поухаживали за ними. Вы делаете благое дело. Спасибо за ваш труд. Курсанты колледжа приняли участие в работе секций «Церковь, армия и флот» и формирование личности воина в свете христианских ценностей. Мероприятие проводилось в рамках работы Ульяновского регионального этапа 30-х международных рождественских образовательных чтений к 350-летию со дня рождения Петра I, секулярный мир и религиозность. 22 декабря добровольцы Удмуртского регионального отделения ВСК совместно с курсантами Головного колледжа посетили Глазовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей. В рамках акции «Новогодний десант» обученные спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к детям с крыш и подарили настоящее волшебство. Развлекательная программа получилась очень яркой и зажигательной. Дети остались в восторге. 23 декабря филиал в городе Йошкар-Ола посетили ветераны-спасатели и руководство Главного управления МЧС России по Республике Мэриэл. Курсанты поздравили гостей с грядущими праздниками и торжественным концертом. Гости остались довольны программой, а мы приглашаем вас к нам вновь. В преддверии празднования Дня спасателя учредитель колледжа Королюк Эдуард Владимирович совместно с курсантами принял участие в смотре «Строя и песни» в средней общеобразовательной школе имени Героя Российской Федерации Антона Борисовича Ушакова города Глазов. Спасибо руководству школы за приглашение и гостеприимство. А в Главном управлении МЧС России по Ульяновской области прошло чествование добровольцев Ульяновского регионального отделения ВСКС. За оказание содействия в борьбе с пожарами, стихийными бедствиями добровольцам вручили почетные грамоты от Главного управления МЧС России по Ульяновской области. Поздравляем! В Республике Мэриэл курсантов колледжа тоже нашла заслуженная награда. Наших добровольцев-спасателей наградили в Министерстве природы города Йошкар-Ола знаками «Добровольец пожара 2021» за участие в тушении пожаров летом этого года. Поздравляем! В рамках программы «Билет в будущее» филиал колледжа в Ульяновской области посетили ученики общеобразовательной школы номер 15. Курсанты провели экскурсию по учебному заведению, представили профильные специальности и продемонстрировали свои умения. Школьники остались очень довольны встречей. Курсанты филиала в Республике Мэриэл приняли участие в конкурсе образовательных учреждений «Единая кадетская лига». Александр Димаков за высокие показатели стрельбы из пистолета получил заслуженную награду. Поздравляем! Курсанты филиала в городе Ульяновск в этом месяце были активными добровольцами и побывали на Международном молодежном форуме «Торгим-2021», Ульяновском региональном образовательном форуме «Команда профи» и Ульяновском областном студенческом форуме волонтеров за здоровый образ жизни «Добро профтех». Так держать! 27 декабря в Головном колледже прошел праздничный концерт, посвященный Дню спасателя и новому 2022 году.
На сцене выступили почетные гости, подвели итоги года, вручили награды отличившимся добровольцам, а курсанты порадовали всех присутствующих яркими номерами и подарили новогоднее настроение. Мы благодарим каждого, кто внес частичку себя в это прекрасное мероприятие. 29 декабря в сельском доме культуры «Октябрьский» прошел новогодний праздничный концерт. Своими яркими выступлениями гостей порадовали вокалисты и клуб патриотического воспитания «Ижевские курсанты». Спасибо вам за сказку! Сборные команды по волейболу Ульяновского филиала успешно выступили на первом чемпионате среди команд средних профессиональных учебных заведений. Команда девушек принесла в копилку золотые медали, а команда юношей завоевала бронзу на своем дебютном турнире. И сборная команда по регби открыла зимний сезон с победы. Поздравляем наших спортсменов с отличным стартом! 18 декабря в Головном колледже и филиале в городе Йошкар-Ола прошли плановые дни открытых дверей. Абитуриенты познакомились с нашими профессиями и увидели наяву курсантов колледжа в работе. Спасибо, что посетили наше учебное заведение, и надеемся, что в скором времени мы увидим вас уже в качестве курсантов. Следующий день открытых дверей состоится 22 января. Всю подробную информацию читайте в наших социальных сетях. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Новым годом. Я очень хочу, чтобы в Новом году у нас все получалось, чтобы все были здоровы и счастливы. Желаю новых свершений в Новом году. На этой приятной ноте мы завершаем новогодний выпуск новостей. Присоединяюсь к поздравлениям нашего директора. А с вами была я, Бокарева Кристина. Будьте счастливы и до новых встреч!